В правительстве Ингушетии под председательством первого вице-премьера Магомеда Евлоева прошло еженедельное заседание. В центре внимания были итоги реализации нацпроектов, развитие цифровизации и популяризация мессенджера МАКС, передача госимущества в концессию для привлечения инвесторов, а также новый законопроект о развитии креативных индустрий в республике. На совещании был также представлен доклад о работе Центра управления регионом, ответственного за мониторинг информационного поля и оперативную работу с обращениями граждан. 30 сентября на территориях Магаса и сельского поселения Барсуки планируется проведение антитеррористических учений. Управление ФСБ России по Ингушетии обращается к жителям и гостям республики с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, распространения паники в связи с возможным временным ограничением движения в районах проведения учений, а также вмешательства в действия правоохранительных органов и силовых структур. Ингушетия присоединилась к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню сердца. Мероприятие организовал Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Акция стартовала на аллее Кадырова, где участники прошли маршрут до администрации главы региона и обратно. Организаторы напоминают, что регулярная ходьба помогает укрепить здоровье, нормализовать вес и повысить выносливость. Акция проводится с 2015 года и основана на рекомендациях ВОЗ о ежедневной физической активности. Принять участие в ней может любой желающий. Стартовал финальный этап 5-й международной олимпиады по финансовой безопасности. В 2025 году финалистами стали около 600 школьников и студентов из 40 стран. Впервые к участию присоединились Бангладеш, Иордания, Мадагаскар, Турция и Уругвай. Победители и призеры олимпиады получат преимущество при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД-ФТ, а также возможность стажировки в Росфинмониторинге и других организациях. Олимпиада стала частью системной многоплановой работы государства и общества по повышению доступности современных знаний, по раскрытию творческого потенциала и талантов подрастающего поколения, ребят, которые нацелены на профессиональный успех, на созидательный труд. Стартовал прием заявок на премию президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект рассказывает о жителях России, которые меняют страну к лучшему, реализуют и создают возможности в разных сферах жизни. Подать заявку можно с 18 лет на одну из 10 номинаций: служение и созидание, экология, наука и технологии, спорт и уличная культура, добрые дела, предпринимательство, культура, медиа и образование. Прием заявок продлится до 16 октября. С начала года тысячи медицинских специалистов в Ингушетии получают поддержку в виде специальных социальных выплат. Уже более 4800 работников здравоохранения включены в программу. Такие выплаты назначаются сотрудникам поликлиник и амбулаторий, районных и центральных больниц, станций и отделений скорой помощи. Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей. Сумма зависит от категории медицинского персонала и места работы. Формирование списков получателей осуществляется медицинскими организациями, поэтому врачам и медсестрам не требуется подавать заявление. Перечисление происходит в течение недели после поступления сведений в региональное отделение СФР.